Сегодняшнее интервью записывается для сербского издания, информационного издания «Правда», аналог российской «Правды». Вот, в гостях у нас командир, хорошо известный командир подразделения боевого «Пятнашка», Абхаз позывной. Хочется прежде всего сказать, что сербский народ очень выказывает поддержку происходящему здесь, в Донецкой Народной Республике, очень следит за событиями в Новороссии. Например, на всех футбольных матчах всегда сербы выходят с флагами ДНР. И поэтому очень хотелось бы узнать побольше о вас, Абхаз, каким образом вы оказались солдатом Донецкой Народной Республики и уж тем более, как стали командиром боевого подразделения, если можно. Приветствую наших братьев сербов по мышлению, может, по крови Абхазии вам не братья, но борьба за свободу и против глобального гнета американского. Мы здесь схожи, мы здесь вместе страдали, вы напрямую, мы страдали через людей, которых считали братьями, так, грузинов, которые повелись на американские сказки и против нас подняли оружие. Все это мы прекрасно знаем, история у нас у всех схожая. Но меня сюда именно привело большее понимание того, что здесь происходит, чем у местного населения, так как 20 лет, 21 назад мы почувствовали на себя это. 92-93 год нам показал, что такое борьба за свой язык, что такое борьба за свое мышление, что такое борьба за свой дом. Мы, как и многие, призывают, не обязательно воевать. Да, в 89 году выходили на митинги, пытались, также в 78 году. Более 100 лет мы пытались показать, что наш язык, он является нашим языком, и не надо его куда-то прятать и что-то с ним делать на нашей земле. Но нам навязывали, что то грузинский язык, то еще что-нибудь придумывали, пытались искусственно растворить наш язык. Что и происходило здесь. Мы прекрасно помним, как сюда впервые начали вводить украинские фильмы, менять на украинский лад фамилии. Также у нас происходило, на грузинский лад меняли фамилии, вместо окончания там «ба» добавлялось «и я» или добавлялась приставка «я», что звучание фамилии и принадлежность более грузинской этносу приносило. Что между нашими селами искусственно заселялись выходцы из Грузии и пытались растворить наш язык. Оно к этому и привело, что мы выросли на том мышлении, что должны бороться за свой язык и помогать таким же, как и мы. И когда здесь начались волнения, мы уже знали, что будет война, потому что один в один, как и у нас все начиналось. И мы пришли здесь помочь отстоять именно ту символику, которая у этого государства, у этой земли имеется, разрешить им, как говорится, чтобы в борьбе нашей, когда мы отстоим эту правду, чтобы им разрешить в мировом сообществе мыслить, как они хотят. Это их право, это не право кому-то навязывать, как он должен мыслить. Это их земля, это их мышление, это их язык. Они за это борются, и мы будем это поддерживать. И поэтому меня сюда привело как добровольцем. Я пришел сюда рядовым бойцом, но так как, видать, так сложилось, и ребята пришли и сказали быть нашим командиром. Долго я сопротивлялся, но когда была оборона Шахтерская, и я пошел, и следом за мной пошли ребята, уже хочешь не хочешь автоматически, я за них был ответственный. Поэтому так и случилось, что 27 июня, приняв решение пойти оборонять Шахтерск, я принял решение стать командиром. То, что ребята мне навязывали, так оно и получилось. И из нашей пятнашки пошло половина, еще к нам присоединились другие группы. В первый день нас было 19 человек, на второй день нас было 40 человек. Сегодня мы интернациональная бригада. И поэтому, если к нам присоединяются местные ребята, значит мы, которые пришли помогать, мыслим так же, как и те, которые здесь проживают. И поэтому они сегодня плечом к плечу стоят с нами и дополняют нас так, что 80% нашего подразделения это местные ребята. И вот это мышление и вот это понимание того, что здесь происходит, нас сюда привело. В каких военных операциях принимает участие ваша интернациональная бригада?
Наша интернациональная бригада старается принимать участие во всех судьбоносных операциях республики, потому что мы понимаем, что мы пришли сюда помогать, а не имя себя делать. И поэтому ценой своей крови и ценой своих жизней мы доказываем это. И мы начинали с аэропорта, тогда, когда еще говорили, что он окружен был, и он не был так раскручен. Это было у нас 15 человек с 7 автоматами, имея по одному магазину на автомат. Мы бегали вокруг аэропорта и создавали видимость, что он в окружении находится, что вокруг находятся тысячи. И украинские солдаты свято в это верили. После этого мы ушли в Шахтерск, и оттуда началась наша такая история в операциях. Обычно мы просто такие локальные где-то выскакивали в определенных местах, пошумели, уходили. Потому что тогда не было армии, тогда было ополчение, очаговое сопротивление. Но после того, как Александр Владимирович собрал нас всех в Шахтерске, создал единый центр, создал единый штаб, и там объединились оплот, там объединились славяне, там объединились все остальные подразделения. И поэтому мы стали уже не ополчением, а стали армией Донецкой Народной Республики. И оттуда уже пошло, что мы стали не очагово мыслить, а создавать линию обороны, выравнивать линию фронта. И с этого мы начали освобождение Шахтерска. Потом пошло дальше, у нас и принимали операцию в Иловайске, вызывали на себя огонь противника, чтобы в этот момент остальные ребята могли создать оперативное окружение, потому что вся артиллерия была на нас отвлечена. Вот нас там 32 человека бегали по лесу, вызывая на себя огонь, что у нас успешно получалось. На протяжении 8 часов мы находились под артиллерийским огнем, и мы ушли. 2 дня мы посвятили себе этому. Через 2 дня спокойно мы вернулись в Шахтерск. После Шахтерска, когда уже поняли, что угрозы городу нету, передали местной комендатуре все свои позиции, собрались и уехали обратно сюда, в Донецк, на свое постоянное место пребывания. Но мы даже не успели разместиться в своих, как говорится, помещениях, так как через час нас выдвинули на новую операцию. Пошли мы освобождать город Еленовка. Там получил я свое первое ранение. И первое ранение не только я получил, а и мое подразделение. Нас 11 человек покусало. Ну, все живы, здоровые были, все нормально, все встали в строй. После Еленовки мы пошли в Петровское, потому что это небольшой поселок, но он решал именно судьбу того, что линия фронта будет выровнена. Что для нас это был аппендицит. И мы этот аппендицит вырезали. Вместе с подразделением «Оплот», вместе пошли, мы сделали эту операцию. После уже начались такие эпопеи с аэропортом, потому что мы туда приходили, уходили, в плане того, что основная операция лежала на плечах Сомали и Спарты. Мы были подразделением, которые должны были не дать выскочить из аэропорта в сторону города недругам, но в итоге получилось так, что нам пришлось и в штурме принимать участие. И поэтому в судьбоносных моментах аэропорта мы всегда там присутствовали. Когда мое здоровье не позволяло мне или занятость быть там, то мои бойцы были переподчинены Гиве. Я ему это дважды отдавал своих бойцов. Только ему я доверяю своих ребят как самому себе. Поэтому и они единственный человек, который воспринимает, ну, не считая главу государства, кого могут послушать. Поэтому отдавал своих ребят ему в усиление, в подкрепление, или когда там его ребята уставали на позициях, мы заменяли их. И за это находились постоянно под аэропортом, в аэропорту, в разных ситуациях, на разных линиях фронта, где были необходимы, туда шли. Были в Углегорске, были в Дебальцево, были в боях под Маринкой. Где идут бои, там всегда присутствуем мы. Потому что мы штурмовое разведподразделение, поэтому мне даже не надо ребятам говорить, куда идти, где напряженка создается, туда мы и выдвигаемся.
Скажите, сколько иностранных добровольцев сейчас сражается на стороне Донецкой Народной Республики в целом? Ну так, хотя бы относительный процент. Сколько хотя бы примерно у вас в вашей интернациональной бригаде сражается, кроме, вот особенно интересно, кроме русских добровольцев из России, потому как известно, что их большинство. Какие страны еще представлены? Ну, я скажу, что у меня представлена вся Европа. Какой процент, не могу сказать, потому что иностранцы, которые сюда приезжают, они чуть-чуть думают, что мы их придерживаем для того, чтобы они не вступили в бой, они обижаются, говорят, вот мы приехали воевать, вы нас не пускаете. Я уважаю натовскую школу подготовки и так далее, то они там армию проходили, но того, что есть барьер в языковой речи, и объяснить человеку, что он должен на благом русском, и для него оно должно доходить. Поэтому есть момент притирки. Я их придерживаю в течение месяца-двух, чтобы они пожили с ребятами, чтобы какие-то основные слова они подучили. И помимо этого еще подготовка, потому что натовская школа, она понятна, но здесь не НАТО, здесь более как война освободительная, и выучили в школах, что вначале должна отработать артиллерия, потом пойти на зачистку. И мне приходится им долго объяснять, ребята, откуда у нас артиллерия. То, что успели забрать у противника, что он не успел уничтожить там, или в боях отняли, отремонтировали, то да, но это не назовешь артиллерией. Может, пару отвлекающих там выстрелов мы из этого можем сделать. И поэтому мы должны вначале их менталитет поломать, объяснить, что и как. И на это чуть время занимает. И поэтому они начинают скакать из подразделения в подразделение, но в итоге все равно возвращаются к нам, так как у нас за счет того, что на иностранцев много, хотя бы есть им как языкового барьера такого не создается, потому что есть кто-то в совершенстве владеет русским языком, и они могут нормально изъясняться с друг другом, мы пытаемся их вместе держать. И поэтому в процентах я сказать не могу, но прилично. Не скажу, что сейчас тысячами из каждой страны, но где-то такие, как славянские народы, там где приходят, где такие другие, там, ирландцы там, или еще что-то, там единицами у меня они находятся, но не находятся, потому что и многие еще сюда хотят приехать, мы просто придерживаем тот момент, потому что их рвение я приветствую, понимаю, но они нам там дома нужнее. Когда вот они выходят на стадион и выносят донецкий флаг, они делают ту работу, что делают здесь 1000 солдат. Они делают то, что люди видят протест, люди понимают, что есть понимание в Европе, что не все. И мы здесь, которые держим в руках автоматы, нас это окрыляет, нас это взбодряет. И поверьте, может вы думаете, что мы этого не замечаем, не видим, поверьте, все наши новостные блоги, когда вы вот это делаете, они находят эти картинки и в наших форумах, группах размещают, мы это наблюдаем, мы понимаем, что не забывают нас те, которые мыслят так же, как и мы. И поэтому мои ребята, которые по происхождению славяне, русские, поверьте, для них, когда братский народ делает какой-то аналогичный жест, это взбодряет. И ваши власти, они понимают, что игра с Америкой может их потом на вилах в народе понести. Поэтому делайте больше таких акций, чем пытаться сюда приехать. Вы сюда можете прислать свою помощь, но не обязательно. Здесь и хватает кому взять в руки оружие. Но информационно вы там полезнее, вы там нужнее, чем вы можете себе это представить. Я не хочу вас обидеть и сказать, не езжайте. Да, если есть у вас такое рвение, и вы понимаете, что нет покоя, то вы можете приехать и поддержать нас. Но имейте для себя в виду, это армия, и поэтому вы должны для себя сделать выбор. Если вы сюда едете, то вы должны до победного быть с нами, а не там, у меня виза закончилась, я уехал, потому что мы подготавливаем под вас место, мы другого не берем, потому что мы тренируем вас. Из-за этого, когда вы уедете, у нас уже пустое место, и приходится переподготавливать и так далее. Это время, это ненужные хлопоты. Так что ваше рвение я приветствую, но располагайтесь, свое желание помочь в правильном русле. Каким образом иностранный доброволец может стать частью вашей интернациональной бригады?
У нас есть подразделения, различные структуры, есть информационные, есть тыловые, есть боевые. Ну, то есть, если брать Главное, боевой чтобы человек аспект. просто по характеру подходил для нашего подразделения и понимал одну истину, что он пришел сюда помогать, а не имя себе делать. Тогда он с нами по пути. Потому что мы не занимаемся только войной, мы занимаемся и социальными проектами, и детский дом берем под свою опеку, там помогаем чем можем. И когда какие-то цирки приезжают, мы оттуда детей берем, вывозим, КВН создаем, спортсменов отсюда вывозим, пытаемся, чтобы они развивались. И поэтому мы всем миром что находим, помогаем. И когда человек, который хочет помочь, он стоит с нами наравне, помогает, а не спрашивает, зачем это делать, типа я пришел воевать, вот такие люди нам не по пути. Если человек пришел помогать, он должен от и до помогать, а не просто там прийти и в рейнджера поиграть. Это он может себе на компьютерной приставке поиграть или поехать там куда-нибудь в сафари, но не сюда. И поэтому первый, он должен понимать ту подоплеку, что он может ехать в один конец, и поэтому он должен осознавать это. У нас сюда получается дорога только или через украинские блокпосты, которые могут задать вопрос, а куда ты едешь, там нас нету, да, или через ту же братскую страну Россию. Вот он просто должен или понимать для себя, какой маршрут он выбирает. Советую лучше всего, наверное, приехать через Ростов, потому что в России много вопросов, если даже задают, куда ты что-то едешь, ты просто можешь сказать, что ты едешь с гуманитарной миссией помочь населению, это все. И поэтому все взрослые люди все понимают, что у каких-то структур связаны руки, у них есть определенные задачи, они должны выискивать и так далее. Но ты не должен там с плакатами ехать, я еду на войну. Понятно. Но желательно связаться с нами. У нас для этого есть группа ВКонтакте, но в Фейсбуке тоже наши представители сидят. Но не стоит ориентироваться на Фейсбук, лучше зарегистрироваться в социальной сети ВКонтакте, найти нашу группу «Интернациональная бригада», там коротко «Бригада 15». И с админами пообщаться, они подскажут, как приехать к нам, как добраться. Мы там уже встретим, разместим. Просто вы должны осознавать, именно осознавать, не просто ради того, что вот есть порыв и я поехал. Нет, должны с холодной головой подойти, потому что вы обременены визами. Вам надо выезжать, вам надо делать многоразовые и так далее. Вы должны это понимать, потому что виза закончится. Или вы начнете тосковать по дому, что потом далее. Поэтому надо более подходить. Мы не ИГИЛ, мы не другие подразделения, которые зазывают, а потом здесь вы уже как в кабале. Мы вас вначале предупреждаем. Мы будем говорить о самом худшем, чтобы вы к этому были готовы. А там будет что-то случаться менее, что-то вы будете уже к этому готовы и морально, психологически, и по факту. Как вы считаете, каким будет исход войны, особенно на фоне новой эскалации ситуации? Есть ли силы у Донецкой Народной Республики одолеть врага? У нас были силы обороняться, теперь есть силы наступать. Так что исход войны один – победа, потому что эта земля обогрена нашей кровью, обогрена кровью защитников своих очагов, и поэтому иного исхода не может быть. Если умрет один боец, на его место придут 2-3, потому что это чей-то одноклассник, это чей-то друг, это чей-то родственник. Мы привезли с собой не только помощь, ту, которую можем привезти, но мы привезли горский обычай мстить за каждого нашего ушедшего брата. Если еще коротко о военной ситуации в Украине, как можно охарактеризовать то, что там сейчас происходит? Военная ситуация такова, что в Украине, когда к власти только все пришли, они начали создавать нацбатальоны, вкидывать туда деньги, потому что основа их была бизнесмены, которые хотели за счет хаоса чуть-чуть себе отжать лишних предприятий, так как какие-то предприятия были именно донецкими там, бизнесменами. И поэтому они захотели у них их отжать, начали создавать частные армии, и страна повелась на это, начала их финансировать. И она поняла, что эти частные армии только как кошмарят население, в бои не вступают, а сидят в глубоком тылу и мародерничают.
тот момент, пока их регулярная армия с нами воюет. Сейчас они их разогнали, оставили регулярную армию. Ну, там еще часть территориальных батальонов для своих нужд. Вот эта регулярная армия сейчас более-менее становится похожей на армию. Раньше в бою мы когда брали пленных, нам хотелось их просто обнять, по попе отшлепать и отпустить. До слез обидно было, что такой неподготовленный соперник, и он еще идет к нам с войной. Я как спортсмен скажу так, что когда нам попадались такие борцы, чтобы они в жизни, как говорится, не надломлены были, мы с ними играли. Вот и с этим противником мы играем, потому что мы не убиваем, мы не захватываем, мы освобождаем землю.